ручеек подсох, вон здесь вообще текла, а сейчас высохла все, лужа. Прошлые походы здесь большая лужа была и протекала через дорогу с озера. Здесь озеро с левой стороны. Все высыхает. Здесь стол вон тоже поставили. Первые походы на машине, которые когда были, здесь стога ничего не было. А местами вот все наскочили, такие стога небольшие сделали. Ну, здесь небольшой участок скошенных. Выбирают сейчас самые красивые, где вот травы больше, там и косят. А раньше, не выбирая, все подряд скашивали, и вообще не хватало даже сенокоса. Река. Полпути проехали. Едем на первую избу. Очередной поход. Всей семьей на этот раз. Старая колея здесь. Колхозовская еще. Все заросло, ничего не видно. Раньше тоже тут поля были, колеи такие проходили, полосы такие. Сейчас сено вывозит один человек на тракторе, и вот по этой дороге занимаемся. Раньше мы справа там ездили, а сейчас напрямик. Нормально оказалось тоже. Mười mấy lít có cái gì đó.
Там пошел посмотрел. Вообще кислое дело. Вроде как сухо, но непроходимо. Жена чуть-чуть боится такой дороги. Пошла пешком. По своей тропинке лучше проедем. Вроде такого дождя еще не было, но дорога чуть-чуть испортилась уже. Что будет после осенних дождей? Еще будут за грибами тут ездить. Больше людей будет поезжать. Не знаю. Вот здесь более-менее проскочили. Последняя нехорошая дорога. Все на месте, изба стоит, самое главное. Доехали. Трудная, конечно, дорога уже сегодня была, но терпимо. Как там Тулан, интересно. Узловый подержался, нет. Тула! Ну как ты тут? Ох, наслюнявил арбузом. Слюни у него текут. Жарко ему сейчас купаться пойдет. Ля-ля-ля-ля, сейчас. Тулан в воде уже. О, прибыла вода, вон у меня палка там стоит. С прошлого раза сантиметров 10, наверное, вода прибыла после дождей. Таких сильных не было, но на верховье там поливала, видимо. Вода пришла. Ветер хороший, ветер сильный. О, смотри, летает. Никита у нас сегодня каши варит. Завтрак начинаем обычно традиционно с каши. Ругали меня, что ем такие консервы баночные, но нам нравится и все кушаем с удовольствием. Тем более в походе это на быструю руку очень удобно. Вот так. Сейчас немножко подогреем, позавтракаем. Сейчас с Никитой ходили мы уже в ту сторону. Забыл я камеру, надо было тоже взять. Мы прикормили там место, будем рыбачить в дальнейшем. Сейчас костер, ну как угли будут, еще сделаем шашлыки. Приехали на шашлыки в принципе сегодня. Ну, как обычно, тоже здесь конфеты, огурцы, свое, хлеб, семечки, отдыхаем. Отдыхаем. Печенье. И вот это еще две таких посуды шашлыка. Наша зеленецкая, сыктывкарская, вот это мясо будем жарить. Ну как? Нормально? Нам нравится. Очень вкусная каша. Ну-ка давай, перемешать надо еще по-быстрому. По-быстрому? Да. Это лазовская. Чтобы не сгорело. Что-то ветер усиливается сегодня, тучи уже собираются. Как-то РП5 показывает, что целый день будет дожди. Мы приехали на свой старый страх и риск, потому что с утра дождь такой небольшой был, а потом улетучились облака и все, солнце вышло, быстро все собрали и приехали. Вот. Ну да, почти готово. Большие комки там надо разбить еще. Хорошо, нормальный ход. Так, чтобы не развалили. А чай что-то лениво закипает. Короче, завтракаем и сходим на рыбалку. Ледь! Kurtsa sitä, mä oon kyllä leitä. Mä tarvitsin kortsista junia. Убиваю, спасите, помогите. На как сидеть? Вот волчара есть. Kurtsa junia. Голяди. Волчара. Волчара. Что хватит? Ну-ка, надо это. Нюрперины талына. Вот тебе. Это тебе. На, бери, это съест тебя. Я гордая. Уже отпила. А? Окей. Тулан. Позавтракали.
Сходим сейчас мы на рыбалку. Спиннинг взяли с собой и проверим также секретные донки. Вот много раз уже снимал вот этот кустарник. И там уже все заросло тоже. А, смотри, принес. Вот мой старый сачок видно. Очень древний. Откуда он тут появился? Вот такой сачок когда-то я делал. Вон палка сломалась, сгнила, и такая ячея, щетка такая была. Но это старый сачок. Древний мой. Это елка такая здесь стояла. Смолу я отсюда брал тоже. Высокая елка. А так толстая видят длинноволен сидит, да? Здесь я мучен баран. Да. Митрей, да. Видишь, Митрей нема. Местечко Митрей такое название здесь вот этот уголок, этот стол здесь был. И все уже все. Все зарастает. А Туруну сколько? Только кощи. Вон по пояс трава в этом году. Фу. Сколько лет здесь косил я, так столько травы еще не было. Первый раз такое. Очень много в этом году травы. Вот место здесь сток стоял тоже. Только одна колышка осталась и все уже сгнило она. Сейчас нам надо лодку найти. Где-то оставили в прошлый раз. Так. Кто-то вот медвежьи следы здесь. Вот здесь он проходил, видно, вон. Ответы для ма. Вот тут, да. Вот тут лежал он, видимо, тут. Вот здесь он топтался. Это следы медведя. Это 100%. Вот здесь. В прошлый раз, который переплыл на тот берег. Вот тот медвежонок. Не крупный. О, смородина. Смотри. Попробуйте, красная смородина. Кислые ягоды, но можно кушать, витамины сейчас. А, нормальный. Ну да, вон нашли лодку. Так, нашли лодку. Вот смородина. Смородина красная. Ну вот, лодка на месте. Лодка на месте, вышли ниже избушки на несколько поворотов. И сейчас будем подниматься по течению, будем спиннинговать на тот берег. Коряжники, все это дело будем спиннинговать. Вода прибывает. Опять плывем против течения. Ветер такой силы несет нас против течения только в путь. Тулан бегает. Старший с другого берега кидает спиннинг. Пока тишина. Тула, лок? Ну давай лок тача. Лок тача, лок. Лок. А? Какое хорошее место он тоже. Тулан бродит, но не решается лезть в воду, чтобы переплыть речку. Идет рядом и не хочет залезать. Пугается, я не знаю почему. Ну, время, видимо, еще не пришло. Уже вон избушка видна, избушка. В прошлый раз на бортовую удочку мы тут рыбачили возле этих берез. Плывем, поднимаемся по течению. Бля, опять зацеп, что ли? На каждом забросе зацепим. Ну и снимать особо такого тоже нечего.
потому что не клюет. Пока ничего не удалось поймать. Тула, лок татче. Лок. Стоим на перекате. Пробуем поймать хариуса. Один подход был, но камера выключена была. Немножко так зацепился он и куски. Давай улазь еще вниз. Закинь. Вот за этой травой мелкий хариус сидит. Энодье, спокойно тащи, там течение сама крутит блесну. И тут уже, наверное, может несколько раз уже некоторым попадались они, может не хочет брать эту блесну. Блесна Мепс, 2 номер, белая. И много выше сейчас контейнер мыйка вылететь чистый. Там еще один всплеск был. Может. Не думаю, что кого-нибудь поймаем. А, вон, всплеснулся. Ну да, мелкий, совсем мелкий. Что, подход был? Давай еще. Может там... Давай затяжи повторно. Может какой зацеп тоже. Но там коряги. Вот держи. Там коряга. О, спокойно. Нифига. Давай низ. Модла пола низ. На другой берег. Как будто... Во, нормально. Еще разок, второй. Будем дальше подниматься. Мы уже останавливались на избушке. И на избушке были. Попили чаек и энодье, медленно. Хоть посмотреть, там подойдет или нет. Ну, 2 раза подходил, все, наверное. Может, еще немножко поранили его. Давай прямо еще око не зацепило. Энодье, мед проскочит. Удочка-то лечь. Ой, ее не... Сейчас, наверное. Ага, прошло. Энодье. Не спеша. Все. Не было подхода, пойдем. Поранили, наверное, мы его. Еще один. Такое место тоже. О, тулан. Тулан возле избушки оставался. Потом думал, вообще не подойдет, а дождались, он самостоятельно он пришел. Тула! Самостоятельно он пришел. Молодец, не оставляет хозяина. О, он опять всплеск. Ну да, он так и будет прыгать, если только на мушку. Вот и спокойно, мы какая. Удочка-то чуть-чуть вылежит. Все, отчаливаем, пошли на другой плес, там еще попробуем. Ну вода, он опять прибывает, там прошлую рыбалку мы здесь проходили, там побольше вода, ой, поменьше было, а сейчас вода поднялась. Дошли до нашего пляжа, где вот песок я брал прошлый поход. И свежие следы лоща. Вон. Свежие следы, наверное, сегодня или вчера вот здесь прошел. И думаю, перешел вон на тот берег, на наш берег, где избушка. Каждый год здесь переход. Это, ну да, в эту сторону вот песок. Угу. Это лощ. Лощ один, может, вдвоем. Они по одному следу бывает ходят там по несколько штук и думаю, что один след, а так несколько лощей может пройти. Вот она. Вот следы. Вот так. Такой след. Ну да, это один лощ. Или самка, или самец. Оттуда пришел. И здесь я спустился. Здесь спустился вот следы. И перешел на тот берег. В сторону Вишерской реки. Там река Вишера уже параллельно течет. Никита сидит, скучает. Хорошее место для рыбалки, но пока ничего не поймали. Ребята, первый улов. Смотрите, какой шнурок, как говорят рыбаки. На Мепс 2 номер и на середине реки. Тут небольшой перекат на куладжик. Сейчас. Зацепился он.
Хорошечно. Опа. Прыгает. Друзья, для джама. Смотри. Я отпускаю эту рыбу. Но слишком уж мелкая она. О, как. Сейчас уплывет в свой край. Бездну. Иди плыви. Он стоит. Сюда. Сейчас уплывет. Надоест ему стоять. Вон возле самой лодки. Не хочет уплывать. Опа. Иди гуляй. Все. Опять поднялся. Да, идет, вон, сейчас уплыл. Сейчас по течению так. Ушел так резко. Оклемался вроде. Не сразу, но ушел. Несерьезно, рана там зацепилась за губу и на верхнюю губу. Сейчас еще поднимемся. Там еще хороший перекат. Ну вот, на чистой воде, на середине реки стоял. Мы думали, хариус там попался, щучка маленькая. Так, ведро еще у нас пока пустое. Еще осталось где-то метров 200, повыше поднимемся, а там оставим лодку, все. Дальше уже вверх по течению, дальше за поворот уже подниматься не будем. А что за мотор-то на? Знакомый. Это вверх Ньюшеры поднялся. Где-то 70, нет, подожди, если по реке где-то километров 90, наверное, он поднимается. И на Буране километров 70. Избушка у него. Младший спиннингует Никита. Я уже остановился. Конечная остановка. Здесь мы лодку оставим, как и в прошлый раз. Немножко сполосну там. Песок. Там тулан бегал и там еще. Да. Вот такая рыбалка. Не веря, что в этой реке рыбы нету, но как мы видим, очередная рыбалка у нас неудачная. Одна щучка только где-то сантиметров 25, наверное, не больше, не крупнее. Тулан отстал, ушел с старшим сыном. Мы только вдвоем с Никитой. Здесь поднимем сейчас эту лодку, вдвоем легче поднять. Но она не такая тяжелая, она все равно, когда по песку ты тащишь. Так, ну все, убирай. Суши весла. Суши весла, Никита. Ну как настроение, как рыбалка? Плохо. Плохо? Бывает и лучше. Но ничего, сейчас осень уже, как начнут желтеть вот эти листья березовые, мы начнем ловить окуней. Были рыбалки, где мы по десятку штук их ловили, полведра за раз. Вот здесь вот рыбачили, где вот коряги там, в разных местах. Все это впереди еще будет рыбалка, думаю. Если окуней не наловим, все, лето прошло так, можно сказать, без рыбы. Остается только зимой ельцов ловить. Если вода будет прибывать до лодки где-то 1,80 м высота, столько воды, надеюсь, не будет. И все это весла тоже уберем. Сейчас будем спускаться пешком до избы. Ну вон песок, оттуда лось зашел, вон там, видимо, вон там где-то он вышел. Здесь он поднялся, вон, вот тут. О. Ну да, вроде как один. Да, вроде бы один. Вот здесь он, вот тут он, вот, вот еще вот следы. Все, здесь он куда-то, наверное, зашел в эту тайгу. Но там тоже чаще
балакистые места. Ну, как балакистые, там старицы, старые. Вообще хрена ходить даже пешком. Старые озера, старицы и болота. Еловые места. Там ягели практически. Да вообще нету там. Вообще нету. Тут я тоже много ходил уже на охоту в разных местах, в разных уголках. Все знакомо тут. Ну да, вот здесь и переход. Ну вот весной был один переход, сейчас осенью вот второй переход в этом году. Каждый год здесь переходят. Такое место нравится им, наверное, здесь переход делать, или я не знаю, какая тропинка у них тут проходит.